Сегодня 16 июля 25 год. Что, еду обратно. Вот мы уже в Сусумане. Где-то до Бурхалы все время шел дождь. Там такие потоки горные. Воды очень много. Широчайшие речки. Вот. Ну а здесь вот к Сусуману дождик закончился. Все, сейчас заехали. Там высадили человечка. Ну и вот на заправку. Кстати, здесь я и... Опять меня здесь высаживали. Да, китайцы. Ну все. Едем, спим. Едим, спим, едим. Да, идет быстро. В общем, нормально. Ехать можно. Вот. Ну что, вел живой, он на крыше так и лежит. Вроде бы. Да, осталось до Уснера добраться. Время 8. 8:40. Вот уже сколько мы едем. Ну, считай, 12 часов будет, как выехали. Да. Ладно, погнали дальше. Да, было +6. Сейчас чуть потеплей. Градус, наверное, 10. Ну вот. Воды полно, дождей льют. Вот сейчас отъехали, наверное, километров 10 без дождя. Прям хорошо. Ну а что, вон тут были. Тут вообще ничего не было. Сейчас река. Там где-то прям на дорогу выходят потоки эти дождевые. Ну, стоим, он заброшенная деревушка. Я не знаю, что там дальше с дорогой. Можно ехать? Нет. Посмотрим. Проедем, не проедем. Ну, пока поедем. Что-то еще мост передний барахлит. Ладно. Вперед. Да. Ну-ка. Ну, там дальше то ли мост размыло, то ли дорогу размыло, то ли затопило мост. Короче, воды полно. Ну, сейчас до Артыка доедем. Артык. Там посмотрим, что дальше. Да, приключения. Ну, вот так по дороге вода. Ну, плывем. Вот так разлилось. Ну, труба вся в воде полностью. Сейчас вдоль гор пойдет. Ну я тут ехал в сторону. Воды только больше стало. Остановились в Озерном. Водитель говорит, я маленько посплю. Но лег спать. Народ, он кто кушает, кто просто ходит. Я тут останавливался как раз, когда туда ехал, перерывчик делал. Тут только машины стояли с рабочими дорожниками. А сейчас их нет, но зато лужа огромная. Да, дожди налили нормально, прям четко. Дождики были отличные. Вот. Перерывчик небольшой у нас, да. Да вот к заброшенному дому подошел. Во внутреннюю охоту входить так вот. Посмотрел.
Там комнатка, тут комнатка. Здесь, так понимаю, печка была какая-то. Ну, да. Ну а тут ласточки гнезда свили. И с этой стороны. Вот здесь вход, да. Так. Вон насквозь. И вон там гнездо. Вот такой большой дом-то. Там еще один. Ну туда не пойду уже. Тут насмотрелся. А будем выбираться отсюда. Ну вот такой вот он. Ручей озерный. Ну да, вот такой вот он. И так вот постепенно вот разрушается. Угу. Да. Опасненько тут. Конечно. Да, дожди сделали свое дело. Бурлит. Бурлит. О, тополиный пух летает. Самое время, середина июля. 16 уже. Да, пошел второй месяц, как я путешествую. Ну, здесь вот склад техники заброшенный. Или не совсем еще заброшенный. Может, что-то и используют, навряд ли. Да, речка он разлилась, и до сюда вода дошла. Вот она прям за избушкой. Вот. И здесь он уже на дороге. Угу. Да-да-да. Перерыв продолжается. Водитель отдыхает. Я тоже перекусываю. Булочку с маком. Доедаю. Там между Артаком и Уснерой сошли сели на дорогу. И дорога ее там размыло в нескольких местах. Глубоко причем. Ну вот. И там за нами сейчас, за Сосуманом, туда, откуда мы приехали, тоже мост смыло. Короче, да, обстановка такая. Дожди все смывает. Но вот здесь они прошли и как раз туда, к Сосуману, ушли. Ну, мы ехали сегодня весь день. Всю ночь. Ночь и полдня, ну, в дождь. А сейчас хорошо, солнышко. Ну, надеемся, подъедем, сделают уже. Ну вот. Я уже снимал, показывал. Вот так. Вот сегодня. Да. Да, потрясывает немножко. Ну вот мы и опять на речке Делянкир. Сейчас будет метеостанция. А мы поедем в Артык. В воде. Болотина. Склад. Да. Так, ну вот. Вот метеостанция. Привет. Ну вот разделительная
Все, мы опять в Якутии. Якутия, встречай. Плывем. Да, дорога такая. Вот сухой участочек. А вон там опять дождь идет. Тучка висит. А льет. Вот такие вот дорожки, да. Такая вот колея. Федеральная трасса. Не так себе. Ужас. Ну вот эта труба под дорогой, которая проходит для слива воды. Вон вороночка в нее закручивается, вся труба под водой. Ну а с этой стороны, пожалуйста, тут трубу еще видно, вытекает из нее. Да, вот такие были дожди. Только-только. Так, нас стало больше, еще подъехала одна, там еще идет один грузовичок. Ну, сейчас они что-то будут решать, как выбираться отсюда, оттуда. Объехали мы его рядышком. И вон встречка пошла. Короче, объехали, поедем дальше. А тут болотце, тут горы. Движемся по снегу. Все ближе и ближе, скоро нет. Ну вот так вот залило и здесь. Ребята завезли на работу. Да. И на дороге только там одна колея. А остальное подмывает. С горы стекает, вода подмывает одну половину. Ну вот насыпало. Да. Есть небольшая. Вот здесь побольше. Да, отлично. Вот еще одна. Здесь засыпало, то этого не было. Была она чистая труба. Ну да, вон сколько. Вот это водопадики такие прям с водой. Мощно. Да, вот такая дорожка. Ну, вот такой вот сель сошел вот отсюда. Бревна, грязь он разгребает.
на дорогу камни сыпятся во время дождя. А вот и сель очередная. Ого. Он открыт. Да. Грязь, деревья, камни. Все здесь. Опасно близко к краю ехать. Это Колыма. Ладно, выключил было, но нет, тут опять он болото на всю дорогу. Вода разлилась. Ну, льется. Ручей-то куда деваться? Сюда текут. Едем по воде. Впереди тоже кто-то ползет, вон. Волны. Хотя река вот слева здесь прям. Че, вода туда не уходит? Да, просто заплыв. Мы на корабле, можно сказать. Вот там что творится. Охренеть, вот там продолжение. Вот отсюда. И плавно вот сюда. Прям бесконечная река. Нормально водички выпало. Да. Вроде бы все. Проехали. Пишут, впереди опасный участок, режим. То есть до этого было как бы все нормально. Посмотрим, что здесь. Я что включусь, пока камушки редкие вылетают. Ну вот здесь тоже сошли камушки на больше, чем на полдороги. Такая вот кучка. Одна полоса свободна только. Мы уже подчистили, подвинули все. Торцы. Вон они. Балаганчики лежат. А когда я ехал туда, их не было.
и да, дорога подсохла, ничего не видно. Пылище стоит. В общем, вот так, да. Короче, здесь вот сели. А здесь вот вода уже. Дорожка прямо в одну машину. Лошадей не было. Запаса нет. Вот своя дорожка. Разгибается. Плотненько идем. Подъезжаем к удочке. Удочка. Вот. А это Нера. Речка Нера. Так. Алло, гараж. Так, времечко у нас 21:27. Ну, где-то час назад мы приехали. 8:30. Все, нас завезли. Такси всех развезло. Короче, гостиницы подвозят. Там мест нету. Мы говорим, ну давай, вези нас обратно. Вот опять на Трудовую, где я ночевал. Приехали на Трудовую. Все, заселились. Ну, там ребята на вахту едут. Еще куда-то едут. Короче, все на работу. Один я отдыхаю. Вот. Ну что, по 1000. А, приехали, у них тут света нет, воды нет, электричества нет. Вот это затопление, дожди шли тут несколько дней. Дня, наверное, 4-5, сколько у них тут шло, не знаю, в этих местах. Все, вон там в поселке, где чуть пониже, вода так и стоит. Все, обрыв сетей или что, не знаю, короче, затопило. В общем, нету электричества не только в Уснере, но и в районе. Вот. А Уснера — это районный центр. Город даже. Или поселок. Ну, короче, нету ни воды, ни света. Жесть. Телефоны не работают. Позвонить невозможно. Никуда. Вот. Ну ладно, хозяйка нас разместила. Там тоже туалеты не работают, душ не работает. Плитки электрические. То есть электричества-то нет. Света нет. Ну ладно, тут темнеет поздно. И ночи такие светлые еще. Еще белые ночи. Короче, попали. Вот. А мне с машиной надо договориться до Якутска. Диспетчеру не дозвониться. Завтра вот с утра, если приходить сюда, просто ждать к 9. Ну, это не здесь, это 2 квартала отсюда. Короче, вон там, где белое здание. Туда и еще чуть левей. В общем, надо приходить. Но он-то придет здесь и с ним уже разговаривать. Как, что, когда увезут, когда привезут. Да, севера это жестко. Это вот прям Колыма. Вот это по-колымски, да. Ни света, ни воды. Ничего нет. Ну, вот сейчас в магазин сходили. Купили водички, там йогурт, всякую мелочь такую. Здравствуйте. Вот такие вот пироги. Грустно. Ну, поедим, по крайней мере. В одном магазине у них генератор стоит, они продают что? Ну, по электронной карте можно купить. А в другой вчера эти сходили. Вчера эти нет, они говорят только за наличку. Короче, тоже есть выбор. Вот это хорошо. Я говорю, завтра будем работать. Ну, все, молодцы. Неизвестно, во сколько уеду ли вообще. Что-то на веле крутить неохота. Я тут все проехал до сюда-то. Это я там, где-то на попутной машине сочканул. А здесь-то я все проехал. Тут скучно. Еще время одно то же самое смотреть. Нет. Надо брать машину и катить. У них, говорю, где-то автовокзал есть. Они говорят, ну да, и автовокзал, и вот это где такси, диспетчер. У них все в одном лице.
Я так автобусов не знаю, но должны, наверное, ходить какие-то. Завтра узнаем. Вот такие новости. Иду в магазин, там все упаковано. Не хочу доставать ни вилку, ни ложку, ни нож. Все там лежит. Ну, как везли на крыше автобуса. Думаю, не буду распаковывать, проще купить. Сейчас куплю и съем одноразовую посуду. Вот так. Ну все, вилка, ложка, нож и салфетка. Все куплено. Все, можно ужинать спокойно. Будем есть. Вон, пацаны играют в футбольчик. Резвятся, молодцы. Ну и мы сейчас будем есть. Но потом отдыхать. А, сосед такой по комнате. Ой, не по комнате, соседней комнате. Он там с ребенком. Кто-нибудь в шахматы играет? Я говорю, ну да, играем. Он, отлично. Ты говоришь, шахматист ушел. Парень куда-то переехал. Ну и все. Ну, может быть и шахматы. Неизвестно. Сейчас, после ужина будет понятно. Ага. Ну вот, вечер 16 июля 25 года. Готовим ужин. Вот так вот, газовые горелки. Да. Это он готовит себе чай. Мерген готовит себе чай. У них так в Бурятии делают часто, когда выключают свет, газ и воду. Они делают как вкуснее. Но там-то, говорит, у нас нет такого, чтобы все сразу отключили. Что-то одно, а тут все. Ну вот. Ну а я просто сейчас застилаю постельку. Да конечно, блин, то мы сюда приперлись. Сейчас застелю постель и сегодня буду спать на чистой постели, а не в автобусе, как этой ночью. 24 часа ехали. Да. Жестковато было. Ладно.